Третья часть всех дорожно-транспортных происшествий в Коми произошла из-за некачественного содержания дорог. Статистика была озвучена на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Работа по приведению в нормативное состояние пешеходных зон, а также расчистке полотна от снежных валов ведется на постоянной основе. И все же контроль необходимо усилить. Ксения Лосева продолжит. Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий в Коми – несоблюдение правил дорожного движения, нарушение скоростного режима и неудовлетворительное состояние самих дорог. И если первые два условия зависят от самих водителей, то последняя – зона ответственности дорожников. Только в этом году из-за некачественного содержания автомобильных дорог произошло 275 аварий, 15 человек погибли, 364 получили ранения различной степени тяжести. Один из важнейших факторов, влияющих на безопасность дорожного движения зимой, это своевременная очистка проезжей части от снега и устранение последствий гололеда. В республике третья часть всех дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев этого года зафиксирована сопутствующими причинами – неудовлетворительным содержанием дорог в зимний период. Поэтому этой работе должно быть уделено повышенное внимание. С начала года по итогам рейдов было вынесено более 100 предписаний в адрес дорожных служб. Сигналы о некачественной уборке дорог поступают и от жителей. За 11 месяцев 2022-го только через Центр управления регионом было обработано около 2000 обращений. Больше всего из Сыктывкара, Воркуты, Ухты и Усинска. Управляющая организация обязана содержать земельный участок, тот земельный участок, относящийся к придомовой территории, который является общедолевой собственностью граждан. Когда на наш адрес поступают обращения граждан, связанные с некачественным содержанием земельного участка, мы, конечно же, все эти факты в первую очередь проверяем. Особое внимание и пешеходным зонам. Еще несколько лет назад каждый второй переход в регионе не соответствовал нормативам. Сегодня ситуация исправляется, но к вопросу нужно относиться более ответственно. Нередко аварии происходят на одних и тех же участках. Где-то отсутствует пешеходное ограждение, а где-то и вовсе нет света. В этой связи с положительной стороны хотел бы отметить работу по приведению пешеходных переходов, проведенную в столице региона, где в текущем году на дополнительное освещение установлено на 8 пешеходных переходах. Пешеходное ограждение на 27 переходах, светофоры Т7 с дополнительным освещением еще на 10 пешеходных переходах, искусственные неровности установлены на 10 пешеходных переходах. Еще одна важная в зимний период тема – безопасность при движении по ледовым переправам. Всего их в этом сезоне должно быть открыто 84. Запуск в эксплуатацию ледовых переправ зачастую замедляется из-за нарушения правил пользования ледовой переправой водителями транспортных средств, которые, несмотря ни на то, что переправа не запущена в эксплуатацию, выезжает на лед на свой страх и риск, что приводит не только к повреждению уже намороженной части льда, но также может привести к гибели самих участников. После таких повреждений требуется дополнительное время для восстановления слоев льда. Особую тревожность вызывает и то, что все чаще участниками аварий на дороге становятся дети, а значит, необходимо усилить еще и профилактику. Ксения Лосева, Олег Костромин, телеканал Юркан.